Впервые за долгое время компания «Росгеология» ведет работы сразу на 9 участках месторождений на территории Якутии. 6 из них – это месторождения крупных полезных ископаемых, а 3 – месторождения нефти и газа. Вопросы расширения присутствия компании на территории региона, а соответственно привлечения дополнительных инвестиций и создания рабочих мест сегодня обсудили глава Якутии Айсан Николаев и генеральный директор компании «Росгеология» Сергей Горьков. Очень важно, что очень диверсифицированный подход, то есть это не только золото, да, или, к примеру, в твердых, но это и уголь, и цветные металлы, и есть и золото, соответственно, да, есть направление алмаза, то есть это вся палитра, да, в том, что представлено в земле Якутии. Ну и, конечно, для нас, мы считаем, активизация позиции по нефти и газу очень важна, поиск новых участков. Все-таки месторождение, на которое можно рассчитывать среднее или более-менее крупное, это Восточная Сибирь, то есть это Якутия. Поэтому и наша стратегия в этом определена, как раз поиск по газу и нефти вести в Якутию. Поэтому мы рады, что объемы увеличиваются, и будем продолжать эти работы в дальнейшем. Найти работу в промышленных компаниях поможет приложение якутских разработчиков «Навахту14.рф». Его также сегодня запустили на полях ВЭФ-2022. Благодаря проекту уже более 1200 якутян смогли трудоустроиться в компании, осуществляющие свою деятельность на территории республики. Теперь платформой можно будет воспользоваться и через телефон. Можно смело говорить о том, что очередной проект якутских разработчиков вышел на федеральный уровень. Karcilangan, jam itu karcilan. 1217 семей получили доход от промышленных компаний, и свыше 100 миллионов рублей ежемесячно направляются в села, в улусы, в семьи, и тем самым развивают там свою микроэкономику. Сейчас мы в рамках реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, будем привлекать из центральных регионов на Дальний Восток и арктическую зону Российской Федерации. Немаловажную часть сегодняшнего дня форума отвели энергетике и развитию этой отрасли в разных регионах Дальнего Востока. Например, якутская делегация приняла участие в торжественном запуске сразу 4 гибридных энергокомплексов. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечит экономию 980 тонн дизельного топлива ежегодно и снизит затраты на топливо почти на 30% сразу после выхода на окупаемость. Объем инвестиций составил 1,7 миллиардов рублей. Разрешаю. Для модернизации комплексов используется технология автоматизированного гибридного энергокомплекса, который включает дизельную генерацию, систему накопления энергии и единую систему автоматизированного управления. Безусловно, вот та огромная экономия дизельного топлива, которая идет сегодня, это не только вклад на огромную экологию поселков, но это, конечно же, и прямые уже выгоды для энергокомпаний, потому что каждая тонна дизельного топлива в таких поселках, как Ану, в других поселках Мунского района, Верхоянского района, других арктических наших районах, поверьте мне, это поистине на вес золота. И вот каждая тонна, она для обычных других регионов, наверное, это чуть ли не 10 тонн. Напомним, Якутия реализует крупнейший в России проект по развитию солнечной энергетики в изолированных районах. До 2024 года в регионе в общей сложности будут модернизированы 72 дизельные электростанции, 5 из них уже были запущены на полях последних 2 ВЭФ. Таким образом, площадка форума становится платформой для развития зеленой энергетики в нашей республике. Петр Васильев, Владимир Павлов, Лидия Гасанбалаева, Владивосток.